22 июня 1941 года для миллионов советских мальчишек и девчонок детство закончилось. Им пришлось узнать, что такое война, настоящая, а не та, в которую они понарошку играли во дворе. У целого поколения, рожденного с 1928 по 1945 год, было украдено детство. Сегодня дети войны стали нашими дедушками, бабушками, но их память цепко хранит события военных лет. Кто-то встретил войну совсем крохой, кто-то подростком, кто-то был на пороге юности. Нашей героине, Романовой Ирине Ивановне, было всего 3 года. Она родилась в деревне Сапарово Завьяловского района Удмуртской ССР в 1938 году. Всю свою жизнь посвятила обучению и воспитанию учащихся Гуриспутгинской средней школы. За многолетний добросовестный труд ей присвоено звание «Ветеран педагогического труда». Ирина Ивановна, сколько лет вам было, когда началась Великая Отечественная война? 3 года. Всего 3 года, Мне да? было 3 года, да. Значит, вы вот сами еще не помните, да, ведь, как люди вообще встретили войну. Но в семье, наверное, рассказывали о войне. С мамой вдвоем жили, и рассказывать было некому. Мама все была на работе. Мгм. Утром на работе, в обед не приходил. Я под окошком, под подоконником сидела дома. На подушке лежал кусок хлеба, намазанный маслом, бутерброд, значит, Давид, да. И кружка молока. Молоко не любила. Выливала, и маме не говорила, что я молоко не ем. Ругалась, потому что. А хлеб так ела. Потом любила холодную воду. Налью холодную воду и выпью. Все, сытая. Помню, вот это, с этого началось. Потом первое, что я помню, что я одна. Надо выйти из дома. Не смогла выйти. Целый день съела. На второй день опять та же история. По двору бегает теленок. Раз толкнул меня теленок и под амбар. И оттуда я как-то влезла туда, а выйти не могу. Не смогла выйти. И целый день под амбаром лежала. Теперь мама приехала. Целый день или не знаю сколько, но мама пришла и кричит: ну где ты, Ира, где ты, Ира, где ты? Я говорю: тут. Где тут? Под амбаром. А что делаешь? Так выйти не могу, говорит. Она лопату взяла там и сделала мне лаз. Смогла выйти. Мгм. Так себя я помню. Под амбаром лежала целый день. И там, знаете, как холодно. Ужас. Хотя и лето, но земля холодная под амбаром. Мгм. Солнечные лучи не попадают туда. Мгм. А вот у вас кто воевали из родственников? Ну, отец, брат у отца, отец Иван Павлович был, брат Степан Павлович был, отец, дедушка Венедиктов Иван Кузьмич. Я их никого не помню, этих мужчин, потому что они все погибли на фронте. Мгм. И Так, ваш по отец рассказам погиб, только. да? И Да. ваш отец погиб. А вы помните, где он воевал? Под Москвой, Под Москвой. И там же погиб, да? да. А в семье получили похоронку? Получила мама, но я не помню, а она говорит, ну, плачу, мол, пошли похоронки. Я говорю: мама, не плачь, я ведь с тобой буду жить. Мама рассказывает так: с кем теперь буду жить? Со мной, говорю. То не, мама, не, то не. Мгм. А сама не помню, это по рассказам мамы. Конечно. Ага.
Вот, а вы помните, что вот в других семьях получали ли похоронки? Вот у Получали. вас были друзья, сверстники, да ведь? Были такие похоронку получили, и через некоторое время это был, вот имена забываю, Геннадий это был очень эрудированный. Он все знал. С фронта вернулся и даже рассказывал так, интересно было слушать его. Мгм. То есть он воевал, но Воевал и рассказывал. вернулся А, домой, да. да? А похоронку получали несколько человек. Я помню, сосед получили, и вдруг письмо пришло. Оказывается, он вовсе Не погиб. не да. погиб, а живой. И в плену находится. Как-то письмо дошло. Ага. Ну а как вот вы, наверное, помните еще, что получают похоронку в семье, плачут, наверное, да? И как вот люди переживали, друг другу помогали, наверное. Помогали. Помогали. Хоть и кому не зайдешь, раз я одна была, зайду к кому. Это к соседям. Мгм. Соседей там разные, Сергеевы были. В основном ходила к Сергеевым, там много детей было. Девочек совсем не было. Но я к ним привыкла. И меня все время дразнили, что ты невеста, мол, тут. А, Кышнезликтем, Юркален кышнезликтем. Ну, плакала, но все равно туда же шла. Потому что там дружно было весело. Да, интересно ну играть. там я часто ночевала. Мгм. Если мама с учетом Завьялова надо было, с учетом далеко ведь это, километров 15. Мгм. А мама где работала? Кем и где она работала, ваша мама? В основном учетчиком работала. М. Или кладовщиком, или просто пахала, что раз пахали, и все это измеряла она. Сажением ходила. грамотная была. Мгм. Да, 6 классов закончила. В Ижевске они жили. Когда моя бабушка рано умерла, дедушка взял, 2 девочки были, моя мама и тетя, их забрал и поехали в Ижевске жили. В городе жили. Ижевск не называли тогда завод. Заводы, ну, были заводы. Да, да. Ирина Ивановна, с фронта вы получали письма? От отца приходили письма? Я это не помню уже. Мгм. Совсем не помню. Значит, уже не писал он. 3 года было. Я совсем не помню. Но мама хранила эти письма, пока я в школу не пошла ведь. И я всех их использовала для обложек. Мгм. А учительница тоже молодая была, Анна Михайловна. Не догадалась, наверное, я бы послушалась ее. Ни одного письма я не оставила. А помню, одно письмо в 1 классе научилась читать, и там написано «Бертике иралы сандали башто». Вот это очень помню, все ждала, когда сандали будет. А вот военное детство, да, ведь вот от рассказов, например, вы помните, что голодно жили? Конечно. Конечно, у Сергеевых ничего не было. Никогда у них хлеба не было. А что ели? Травой больше пользовались. Травой летом. листья, Травы, ветки. всякие листья, да. А у вас вот была корова, а у Сергеева Корова была, а у них не У было. них не было. Они совсем одни были дети. Мгм. Мать посадили в тюрьму. Она сколько-то зерна, несколько горсточек взяла и домой принесла кашу сварить. И в тюрьму посадили. Попала в тюрьму. Ой, мама очень меня пугала каждый раз. Вот это нельзя трогать. Что на столе у меня? Если ты порвешь или уронишь куда-то, меня в тюрьму посадят. Я до стола даже не доходила, кругом далеко от стола ходила. Боялась, что маму посадят. Мгм. И вы понимали, потому что рядом был такой пример, Да, ведь, да. что без мамы можно остаться.
А что вы помните про военный период еще? Ну, Там военнопленные. были военнопленные у вас, да? Да, давайте про военный период. Наверное, это военнопленные были, но я не знаю точно, потому что они сами не разговаривали со мной. Но когда мы встречались, обязательно что-то давали. То кусок угощали вас хлеба. чем-то, да? Им, да, Ага, давали? мне давали. Вас Мне. угощали. Ага, Мгм. угощали. Я радовалась, брала это все в карман. А откуда они были, сколько они были, этого не помню. Но однажды с мамой идем, за руку меня не ведет. И один парень подошел и говорит, а еще со мной девочки идут. 4-5 человек, мои подружки, мы в Яси идем. Молодой солдат подошел к маме, наверное, мама тоже молодая была, и говорит, это все твои дети? Мама говорит, да. Ну, я рассердилась, мне хотелось, чтобы на Мгм. меня она показала, что я. Мгм. А вот она сказала, все мои. Ну и ну, говорит, качает головой. Такая многодетная мама, да? Да, Молодая. да, это помню и ее виду помню. Мгм. Так хотелось мне внимания тоже. Никакого внимания мне не было, поэтому так было. Мгм. Хотелось, чтобы только обо мне знали, а других нет. Мгм. Но ваша мама много работала. Много, много. Она вот все равно вы были ну, одна у нее. Она вас старалась, наверное, хорошо одевать. Ой, Господи. Да не до меня было, Да. конечно. Но шить шила, машина была, платье шила мне, Мгм. переделывала Свои платья, да? из своих платьев. Мгм. Мгм. Ну, вы, Вот. наверное, очень радовались. Конечно, конечно, в новом Мгм. платье. Мгм. Однажды надела это платье и пошла к крестной показать. А у ней заборы не такие были. Судья Коротенькие. коротенькие, да. Мгм. И я повисла. Платье порвалось. Крестная не успела увидеть и говорит, ну ладно, сейчас заступаем, говорит. Сделаем. Ну, как мама ругала, уже не знаю. А. Мгм. Ну, было. Вот платье вам шили, а вот на ноги что вы одевали? Вот в военные годы. Босиком. Ну, все Не лето было обуви. обуви нет. Не было Но обуви. зимой А зимой валенки, вот наверное, да? Да, Зимой валенки. валенки какие-то были, но я на печке больше. Мгм. Потому что нечего было обувать. Да, и мама меня закрывала, идти было некуда. Мгм. Я в холодные дни никуда не ходила на Мгм. печке. Чем вам запомнилась учеба в школе? Вот надо идти в школу, Мгм. а у меня обуви нет. Потом, ну я везде ходила, искала лапти. У нас там в такой местности мы жили, что у нас лип не было, не из чего было плести. М. Мгм. Ну что, лапти. У всех лапти, а я без лаптей, я босиком. А помню, когда шла в школу, вроде нормально шагала бегом. Дошла до школы, и там холодно так, не топлено, и босиком вся замерзла я. Борис Иванович подошел и говорит, иди уж домой, на сегодня хватит. Мгм. Босиком пошла. Даже носков не было. Но, наверное, носки были, но ведь не наденешь. Мгм. Босиком Борис пошла. Иванович, это ваш учитель, да? Да, учитель, Мгм. и он был... Потом я уже узнала, в эти годы узнала. Он был двоюродный брат моего отца. М. Наверное, чтобы я не гордилась, что это мой родственник, не знала, Мгм. что... Поэтому, наверное, не говорили. Мгм. Но он был очень вежливый учитель. А вы помните, в каком году вы пошли в школу? В 46-м. В 46-м, первый класс, да? Угу. А вот на чем писали? Один листочек дали. В школу пришла, вот так, даже не развернутый, Мгм. половину. Листок бумаги дали. А Писали. карандаш мне купил Прокопич, это мой отчим.
был на базаре и купил карандаш. Ой, это была такая радость, простой карандаш. Я везде исписала все стены, Мгм. а до школы я это закончила. Всё. Один карандаш был и один листочек. Ну, это уже шикарно, да, ведь? Карандаш иметь. Мгм. А так мне хотелось дома писать, но держали мы это в школе, нам не давали. Мгм. Наверное, на одном листе несколько дней писали, не знаю. Наверное. Мелко-мелко, да, чтобы Да. долго хватило. А учебники не давали пока. Ага. Учебников не было, да? Я не помню почему, но в первые дни не давали. Через несколько дней дали. Старые они были. Мгм. Ни одного нового учебника я не видела. Старые и очень строго предупредили, чтобы не рвать, не писать в учебниках, а то отберем. И Мгм. вот однажды у меня получилось так, что я писала, а что-то неправильно написала и порвала. Листочек, не нарочно порвала, кончик, не кончик, край. Мгм. И это все, мой карандаш взяли и больше не дали. Это ошибка учителя, конечно, я очень завидовала. Все пишут, а у меня нет карандаша, потому что я сломала и листочек порвала. Вас так наказали, да? Мгм. Такое жестокое наказание. Мгм. А кормили ли вас в школе? Да, кормили. Помню сейчас, тетя Надя была там. Ой, царство небесное ей. Кормили. Что Но вам суп готовили? был, суп. Одна вода и несколько картофелин. Мгм. Несколько вот такие маленькие. Я буду не ела. Только картошку искала. Мгм. А рядом со мной сидела Настя, там это из многодетной семьи была девочка. Они вечно голодные были. Ох, и она соп. Бульончик она Жидкость так. бульон, ага. Мгм. И пока я все вертелась, как картошка появлялась, сразу тоже несколько штук, ну, две-три штуки. Не, вот такие. Очень мелко резали. Ну, неужели даже не было, как это сказать, не, про себя все думаю, сейчас ругаю. Почему даже крупу не делали? Одна вода и несколько картофелей. Мгм. Может, не было крупы? Может? Крупы, гороха. Скорее всего, да, не ведь было хотя крупы. бы. Мгм. Но вы хорошо помните школу, да? Благодарны учителям. Ой, конечно. Борис Иванович четверть первая закончилась в первом классе, и мне дал подарок. Всем показал. Это, ой, не четверть, Новый год это было. Мгм. Вот такой листочек полный, да. И там большая пятерка. Мгм. Мгм. Вот это подарок был. Большая Заслужила, да? пятерка. Да. А одной, Отличница. а одной Настя, я все Настю почему-то помню, мы с ней рядом все время были, да. А Насте двойку вот написал. Вот это ошибка учительская. Как она плакала. И сразу изорвала этот листочек прямо перед классом. Так ей обидно, наверное, было очень, да? Скажите, а вот после уроков вы играли как-нибудь, Играли. когда в школе учились? Мгм. А какие у вас игры были? Мы про самецкие зимы. М. Так вот в кругу, да? Да. Со всеми. Мы про самецкие зимы. Кричали. Мы про самецкие зимы. Это группа одна в этой стороне, Да. другая напротив. Там потом они к нам идут. Ми просади сльогалом, ми просади сльогалом. Все, я это хорошо очень помню, все пели. А почему? Не знаю. А на улице вы играли как-нибудь? В детстве, вот в школьные годы. Не помню, у нас школа была большая, здание было большое, а на улице
Играли. Ну, как это называется? Лапта. Мгм. В лапту играли. Играли. Мгм. Я не участвовала. Я маленькая была. Ну, не могла играть. Мгм. Не могла. Мгм. А вот в школе ведь всегда были октябрятские, например, группы, да, пионеры. Вы помните, как вас приняли в октябрята? Нет, тогда не было. При нас не было. Да. А в пионеры вы вступали? В пионерскую Пи- организацию? Я не носила красный галстук. Мгм. Но за мной кто учился, они носили. Почему не носила? Не было. Не было Наверное, не материала. было, да. Красный И материал надо было. галстуков, наверное, не было красных пионерских, да, ведь просто не было. Не было. Мгм. А мама говорила, в пионеры не вступай. Это против Бога. Да. Если вступишь, Ага. Мгм. против То Бога. есть там все-таки еще и желание спрашивали, да, ты будешь вступать в пионеры или нет? Вот это я уже не помню, но это все на линейке делалось. А линейка у нас почему-то так друг против друга стояли, почему-то не рядом. Мгм. Такая линейка была. Вот тут группа и тут группа. И все, вот так мы ходили друг к другу почему-то. Мгм. Так, не знаю почему так. Места мало, наверное, было. Мгм. Ну, это в коридоре только. А школа что-то была большая сама, холодная была. Мгм. А коридор, где мы занимались физкультурой, маленькая была. А вот в детстве, ну, в семьях ведь с раннего детства учили рукодельничать. Вот вас в школе этому учили или дома вас мама учила? Никто не учил. Нигде не учили, да? Нет. А может быть дальше, вот после школы, например, ну, после начальной школы, вы сколько классов закончили? В школе, да? Да, В своей школе Э, родной. Ну, не обязательно, а вообще сколько учебных классов вы учились в школе? В школе первая школа начальная. Мгм. Мгм. 4 класса. Мгм. А после начальной школы? После начальной в Бабине я училась. Там 5, 6, 7. Мгм. Три. Семилетка, да? А после 7 класса вы где учились? После 7, да. Мгм. Педучилище поступила. Уже педучилище сразу? Да. Но в педучилище, наверное, учили рукоделию, да ведь? Поделки делать детские. Учили. И вы ведь до сих пор рукодельничаете. Вы много умеете. Да нет, ну, немножко занимаюсь. Нет, но вышиваете, шьете, вяжете. Когда-то да, да. А нынче вот, можно сказать, нет. Уже Ну, сделали? люблю вышивать и вязать люблю, так вот, плохо уже вижу. Давайте вернемся к школьным годам. В колхозу вы помогали как-то? Мгм. Ой, не знаю, вот, водили нас по полю, собирали, колоски собирали. А Корзины. сколько вам лет было? Со скольки лет уже колхозу Ой, помогали? рано, так, мне кажется, и в первом классе, я говорю, ничего не делали. И в первом классе ходили мы, потому что, помню, одну корзинку соберешь колосков, лоскуток, не лоскуток, няньшорем, Мгм. Не могу. Кусочек хлеба кусок давали, хлеба, да? да. Мгм. А у всех Кусочек. корзины были одинаковые, да? Или Нет, разные были? ну маленькие родители Мгм. старались найти, Мгм. выйти как-то из положения, что-то, кто-то и вязал такие специальные корзины. Мгм. А у меня не было, я собирала в мешочек. Мгм. В мешочек трудно задерживаешься. Мгм. И еще взвешивали ведь это. Мгм. Господи. Чтобы кусочек хлебушка получить, это все Да, взвешивали, да? Мгм. Да, В корзину легче собирать, да, ведь, а в мешочек ведь надо Конечно. каждый раз вот засовывать, ведь Да, туда да, еще да. мешочек Плохо надо, всё. тем более Форму держит. это ребенок маленький. Мгм. Потом мама пожалела меня, я говорю, в сумке у них есть, и шила мне сумку вот такую. Вот такую сумку шила. Туда уже собирала. И
тоже это задерживает. В корзину лучше. У нас Мгм. мужчины не было в семье, так. Никому было корзину вязать. Мгм. А вот в годы войны, вот, например, мама долго на работе, ты, вот ребенок ждет, да, ведь? Но ведь какие-то еще были обязанности у детей. Вот, например, спичек не было. Как вы, Мгм. например, огонь добывали? Вот так. Под вечер все, никто... А, мама возвращалась, вдвоем еще мы жили. И у меня была банка очень культурная, красивая. Вот такая банка. Я брала эту банку, а вот как в руке держала, уже не помню, настолько маленькая была. Идем к тем, у кого бабушка была в семье. У бабушки всегда угли были. Мгм. Бабушки Горящие. поддерживали огонь, Да. да? Да, Мгм. Да. горящие угольки. Вот так они что-то качали вот так. Мгм. И были горящие угольки, были. Мгм. И все знали, друг другу сочувствовали, да ведь никогда не отказывали. Последний уголек или нет, все равно немножко постой, сейчас опять будет уголек. И так, Мгм. даже в очереди стояли. Ждали уголек. Не мы одни такие были. Мгм. Спичек вообще не было, наверное. Мгм. И вот всю деревню обеспечивали вот таким тлеющими огоньками бабушки, да? Да, да. Бабушки, Сеня Андрей, один мужик был в деревне. Мгм. Сеня Андрей. Вы помните, как у вас в деревне отмечали, как встретили День Победы? Как вы узнали, что война закончилась? В школе собрали людей. Я это помню. Для нас война далекая была. Мы не понимали, что такое война, да ведь? Не страдали, будто бы Мгм. лично я. Мгм. Мама у меня была и хорошо с Мгм. мамой. Но мама говорит, пойдем в школе, будет праздник. И так нарядно она оделась. Давай тебе тоже, говорит, красивый платок я дам. Платья нового не было. Я не знаю, что я надела там. Босиком была или в чем. Ну, красивый платок на голове. Ну, я иду такая довольная, что в новом платке я иду, да. И, и люди, и как-то по-другому люди говорят, вроде обращаются. Одна женщина подошла к маме, обняла и говорит, Наталья, война промок. Мгм. Süre numara başka oyuna пинались милям войны шудова, но жигер яшковала ведь. Ну, я так и представляла войну. Мгм. Недоразвитая, значит, позднее развитие было. Нет, вы были маленькая, и вы не понимали, но вы сразу вот вышли на улицу, уже почувствовали другое настроение у людей, Да, да? да. Ой, Другое. как они громко разговаривали, как будто не слышат друг друга. Вот как они радовались, да, что победа, что вот, но вы это еще помните, вы это Gittim видели. kutiznerin ayda. Наталья, война время. Ой, да шве. Наверное, в школу. А раз радио ведь не было. Мгм. И нас повели в школу. Менен бacım purtun şut bacı. Dudu bacım purtun. Tuştu puni doramı ne sunkaın o ведь. М. Очереди султырız, milemiz. И так бы делал сичатизы. Сосуча бacım var bunun. Не мырын соебин ялтыны. Мон кисиямдан кино тыни отын шагез, но майзно валдырали май пашкы. Мгм. Сыре. Мон гурте соен уй кычащиот соен. Но маркино карим. Вы пошли в школу, там, значит, суп варят для всех, да? И Ага. там кусочек мяса дали, еще что дали. Хлеб давали, Не хлеб это был. Где се шуком балай. булочки маленькие. Колобок ном шукева. Вот в нетини не мыссален вална. Пуклюк кайкина дать. Питрес. Вы там кушали, там угощались или домой Там это понесли? мы- Это все там. Суп нам дали. Суп в чашке. Вот забыла, как это. Не булочка круглая. Мгм. Питрес. Мгм. Булочку дали. Ну, вы были рады, наверное. Конечно, конечно. И там много было детей.
Когда Все, вся много было. вся деревня, Много. да, ведь? Мгм. Вся деревня. Ну, а Ну. там, наверное, радовались, веселились. А кто-нибудь плакал? Ой, были. Были, да. Были много, многие плакали. Они, погибли 5 других. Наверное, плакали те, кто похоронки получил, да? Да. Но после войны, наверное, жили с надеждой, ну пусть похоронка, но вдруг вернется. Да, все ведь Были верили. Конечно, такие конечно. надежды, были? У нас приехал у моей подруги, я уже забыла ее имя тоже, не Настя, неважно когда, ведь приехал отец. Они на папу получили похоронку, да? Да, А он вернулся. получили похоронку, а Мгм. приехал отец. Мгм. И она прибежала ко мне, улитка она была, Мгм. улитой называли. Мгм. Улит. А, и Она рада была. рада была. И кыжышо атайено сошо бертиз атаймы бертиз сошоено. Ну мон бышса бертко билам мынамы бертиз корашко о. Мгм. Бышса берткойни. Коркапырино якинно милам. А много с фронта раненых возвращалось? Так, дядя Яков вернулся. Мамин двоюродный брат это был с одной ногой. На костылях. Мгм. Ну хоть. Как за ним ухаживали? Сам он? Ой, вся Сами ли деревня все? ведь собиралась. Если Мгм. кто-то возвращается, вся деревня идет. Всей деревней, и нам и нас угощали. Почему-то мы сидим, а все равно что-то давали хозяева. Мгм. Каждому человеку. Вот приехал Геннадий однажды. Геннадий, фамилию я уже не знаю. Его считали погибшим, а он Мгм. вернулся. И ходит, мы все сидим на лавочках, и он ходит щипцами, в руки щипцы, и маленькие кусочки сахара дает всем. Мгм. Ой, Угощение. первый раз сахар я попробовала. Не знала, что такое Мгм. сахар. Это угощение от фронтовика, Да. получается, да? Всех он угостил. В общем, дает угощение и спрашивает, ты кто? Ага. Надо уметь сказать, и надо было обязательно имя сказать и фамилию. Я сказала, я не знала свою фамилию. Кыжонимын, Ира. Я, Ира, кинден отон. Пашайваннена мараш. Мгм. Ой, я так довольна была, что меня узнали. Мгм. Прям Его счастливая же была. столько лет не было, он знакомится с деревней, с детьми, Да. получается, ведь так ведь по новой. Так они, Он в наверное, плену был после войны, он А, приехал. он еще, да. Потом. они, наверное, угощали и вспоминали ваших отцов. Мгм. Тем более. Пашайваннена. Ой, Джигуртонова, да. И обнимали, Мгм. и ласкали. А может, чтобы обрадовать, всем говорили, ой, как вырос. И мы были довольны. Мгм. Мгм. Ко всем шли. Как быть тут, это было бы, наверное, так и просили. Интересно было. А Улита подруга моя была. А у меня отец тоже будет тут говорить. Зашли, а вот садись. Мгм. Опять слезы. Мгм. Мгм. Вы, наверное, очень хорошо учились в школе. Да, Хвалили. мне не трудно было. Я научилась читать сразу, ни одну букву не знала. Мгм. В школу пошла. Некому со мной было заниматься. А моя соседка, Лида, она уже знала все буквы. Как я завидовала ей. Как я полюбила школу. Мне каждый день просыпалась так. Столько радости. С такой радостью шла в школу. Но в школе было холодно, не топили. Поздно начали топить. А босиком ноги очень мерзнут. И лапти не смогла я купить, а на другие денег не было. Сколько-то ходила.
с детства некоторые люди мечтают. У вас были мечты? Да. Я все мечтала, как я буду работать с больными людьми, помогать им, Мгм. лечить их. И на куклах училась, и уколы ставила куклам. Мгм. Все очень хотела. Но вот эта мечта у вас быть медсестрой или врачом, она, ну, не исполнилась, эта мечта, да? Не исполнилось. А почему? Как вы думаете? Мне надо было документы сдать, куда мне поступить, давить. Мгм. Педучилище надо было. Мгм. Не мне педучилище, а моей подруге Тамаре. Она успела поступить. Как это сказать? Не так я говорю. Она уже на 2 курсе училась. Мгм. И говорит, давай я отвезу сама. Мгм. И сдала в педучилище, а не в медицинское. И вы случайно Случайно. педагогом стали Да. на всю жизнь? Так мне было очень обидно, так мне хотелось лечить людей. Я плачу, а мама говорит, да чего ты плачешь? С Тамарой вместе будете ездить. Успокойся. Мгм. И так и есть с Тамарой. Мгм. Пешком до Ижевска. Что бы вы хотели пожелать детям и молодежи? Конечно, желаю, чтобы ставили цель в своей жизни, кем они будут, где будут работать, как будут работать. И чтобы добиться этого, для этого надо много читать. Ирина Ивановна, вы, оказывается, такая мастерица, такая рукодельница. Расскажите, для кого вы эти работы мастерили? Просто часы отдыха люблю Мгм. чем-то заниматься. Мгм. Ну, эти специально для своей снохи, Мгм. потому что я ее уважаю. Здорово. Она моя ученица и Мгм. училась хорошо. И во всем помогает мне. Во всем помогает. Я ничего уже не делаю, она делает. Это хорошо, Мне- здорово, когда Мне с поддержка ней рядом. легко жить, Мгм. понимает меня.